Также я являюсь руководителем и основателем двух подологических центров на территории Республики Казахстан, в городе Караганда и Астана. Если вам нравится заниматься, если вы хотите стать медиком, идите и поступайте. Неважно, что скажут родные, неважно, кем вы хотите быть. Главное, что это вам нравилось. Сейчас нынешняя молодежь уже не представляет жизни без телефонов. И мы в целом тоже. Нам давали тогда, первый год, я помню, 200 тенге на всю неделю. Сейчас, конечно, это уже, не деньги. Но в целом выбор свой я сделала, считаю, правильным. В сегодняшний день ни о чем не жалею. Всем привет! И это вторая часть, как я достигла такого успешного успеха, так сказать. На сегодняшний день являюсь предпринимателем, как я уже сказала, ментором проекта «Улт Казанасы». Для меня это огромная честь. Это говорит о том, что есть доверие ко мне как к эксперту, и мне есть о чем сказать нынешней молодежи, так как я также являюсь председателем молодежного крыла партии «Республика». Как я начинала вообще свой путь? Как я уже говорила, я закончила медицинский и пошла работать по профессии. И знаете, мне очень часто задают вопрос – как быть нынешним молодым экспертом? То есть большинство молодежи сталкиваются с тем, что они только заканчивают университет, и их не берут без опыта работы. А как они этот опыт работы получат, если их, опять же, замкнутый круг, их не берут на работу? Но я вам скажу так, сейчас поколение немного изменилось. То есть если в наше время действительно ценили опыт, то сейчас нынешние работодатели, я сама работодатель, я смотрю на то, какое желание есть у молодежи. И если у вас есть большое желание научиться и дальше работать по профессии, я думаю, что вы найдете своего работодателя. И я всегда говорю о том, что начинайте с маленького. Не все могут стать бизнесменами. В целом просто не все этого хотят. Но если у вас есть все-таки желание стать бизнесменом, открыть свое дело, начать какой-то проект, сначала наберитесь опыта. Поработайте на кого-то, посмотрите, как строится бизнес. Наберитесь опыта у старших коллег. Не нужно начинать свой жизненный путь с таким посылом, что вот я все могу, я и так все знаю. На самом деле нужно быть всегда в позиции ученика. Я, допустим, прихожу в какую-то, сферу, если я что-то не знаю, я всегда стою в позу ученика. Я пришла учиться. И, как я уже сказала, я пошла работать в найм в государственную больницу. Я училась на фельдшера, но я пошла работать обычной медсестрой в онкогематологическое отделение, там, где дети болеют лейкозом. Вот. И вы знаете, даже работая в государственной больнице, даже придя медсестрой простой работать, можно добиваться, то есть идти по карьерной лестнице. В своем опыте можно так сказать, что я сначала была постовой медсестрой, затем я стала процедурной медсестрой, затем я стала исполняющей обязанности старшей медицинской сестры, далее я стала, меня перевели в операционный блок. То есть это вообще такое, раньше это очень сильно ценилось. Что мне помогало? Большое желание, мне это нравилось. Я всегда выполняла свою работу очень качественно, очень хорошо. И можно сказать, я помню, когда я получила свою первую зарплату, 14 тысяч тенге, я до сих пор помню эту зарплату. И тогда я помню, кто-то мне сказал, что на первую зарплату нужно купить хлеб, и тогда ты всегда будешь сытой. Вы знаете, я тогда пошла и купила хлеб. И до сих пор я, можно сказать, это такая традиция, она как бы работает. Работала я медсестрой, и меня потом перевели в операционный блок. И далее мне дали повышение в другой больнице, возглавлять отделение старшей медсестрой платных услуг. Но тогда, к сожалению, этот опыт, он был слишком для меня еще рановат. То есть я на тот момент была совсем девчонкой, и работать с цифрами – это была не моя тема, поэтому, поработав 2-3 месяца, я отказалась от этой должности, и меня перевели в операционный блок уже во взрослую больницу. И тогда я там проработала 3 года операционной медицинской сестрой, нейрохирургической. То есть я была ассистентом хирурга, я была операционной сестрой. Это были операции на головной мозг. И тогда это был просто бешеный опыт.
Именно в операционном блоке, именно в медицине вырабатывается стойкость характера. То есть, как мне тогда говорили многие коллеги, что я пришла с детской больницы, у меня были такие розовые очки. Ну и в целом в медицине, знаете, проявляется такая жесткость. Я не знаю, это хорошо или плохо, но я благодарю медицинский опыт за то, что он мне дал такую вот действительно такую бодрость духа, стойкость характера, такое, можно сказать, хладнокровие. Эти черты сейчас помогают мне в построении бизнеса. Но, как говорится, я девушка, и я вышла замуж, я вышла в декрет, и на этом мой опыт в медицине, к сожалению, закончился. Но сейчас я занимаюсь подологическим бизнесом, а он тесно связан с медициной. В декрете, я всегда говорю, декрет, он раскрывает девушку вообще по-другому. В декрете рождаются самые крутые идеи. У меня не было как таковой, знаете, необходимости прям работать. У меня просто было такое отношение, что я не могу просто так сидеть. Были люди, которые мне помогали с ребенком. И в целом я могла себе позволить чем-то заниматься. Но, к сожалению, на основную работу я не могла выйти, потому что все-таки ребенок был еще маленький, а там нужно было прям, знаете, дежурить даже. Поэтому я приняла решение просто закончить курсы маникюра и педикюра. Даже просто маникюра, я даже на педикюр не обучалась. Я закончила курсы, и первое время я принимала дома. Я помню, мой супруг тогда сделал на балконе небольшой такой кабинет. Небольшой такой кабинет, где я принимала людей, потому что, опять же, да, я закончила курсы, а меня на работу без опыта никто не брал. Ну, к сожалению, в бьюти-сферах, да, в сфере там, где люди платят деньги, в сфере оказания услуг, к сожалению, да, без опыта работы многих не берут на тот момент. Было так. И мне, чтобы набить руку, мне нужно было делать маникюр очень-очень часто. Маникюр с гель-покрытием. Я тогда сделала всем родственникам, кому можно. И я помню, были родственники, которые говорили: ой, нет, не хочу, не надо, ты сейчас мне порежешь и так далее и тому подобное. Я как бы запоминала тоже таких родственников. Вы знаете, и это был такой опыт, очень клевый, но на самом деле он продлился недолго. Потому что принимать дома чужих людей, это было не очень, так скажем, для меня комфортно. Поэтому я приняла решение ездить на дом сама. У меня была такая спортивная сумка, и я туда складывала аппарат, все свои расходные материалы. И где-то меня подвозил муж, где-то я ездила на автобусе, а где-то приходилось ездить на такси. Этот период жизни я вообще не зарабатывала ничего. Даже были моменты, когда мне супруг давал деньги, и я ездила. Но для себя я тогда понимала. То есть мне говорили тогда многие: зачем ты это делаешь? Для чего? Ты же не зарабатываешь. Шаршайсын, многие говорили, да, моя покойная свекровь, она мне говорила: шаршадыңгой, типа, зачем тебе это надо? Но у меня была цель – набить руку. И тогда, конечно, я работала себе в убыток, и я тогда понимала, что если я сейчас поднаберусь опыта, я уже смогу устроиться на работу куда-то уже в более, так скажем, хороший салон, меня возьмут. Поэтому была такая цель, и я ее добилась, потому что меня взяли на работу, и я работала в найме. Но потом, по истечению какого-то времени, чтобы вы понимали, это все было где-то, наверное, полгода, плюс-минус. Я поняла, что маникюр с гель-покрытием – это не мое. Почему? Потому что, вы сами понимаете, да, я в медицине, я очень много лет отработала ассистентом хирурга, операционной медицинской сестрой. Я присутствовала на операциях на головном мозге. И, честно сказать, делать просто маникюр для меня было как-то слишком скучно. И тогда я в интернете прочитала слово «подолог». Я подумала, кто это подолог? Что это за название, что это за профессия? И я начала изучать. Подолог – это страшные ногти, это болезни стопы, это вросшие ногти, это грибковые поражения. Да? То есть это такая специфическая профессия, но она такая интересная. Я начала изучать и прошла курсы, и пошла работать в найм. Меня сразу взяли, потому что у меня есть медицинский опыт, медицинское образование и есть практика.
И тогда я была, как говорится, хорошим кандидатом. Я ушла работать в найм. И в найме я, опять же, да, почему я пошла работать в найм, а не сама, не самостоятельно? Потому что не было стартапа, не было денег открыть свой кабинет. Ну и в целом для меня сейчас уходить в работать в найм было намного лучше, чем я бы открыла свой кабинет, потому что у меня не было опыта. Опять же, это к тому же, что сначала наберитесь опыта, поработайте в коллективе, посмотрите, как работают старшие коллеги. Я отработала ровно 2 года по контракту в найме, я набралась опыта. В 2000, получается, 7 лет назад, это все было 7 лет назад, я когда начинала работать подологом, я сразу начала вести свой блог в Инстаграме. Я начала показывать просто эти интересные случаи, я начала рассказывать о том, что есть подология, и что проблемы с ногами – это не стыдно, что их не стыдно лечить, их стыдно закрывать. Потому что многие у нас на тот момент стереотип такой складывался о том, что проще закрыть, чем решать проблему. И вы знаете, мой блог на сегодняшний день, с учетом того, что я вообще не вкладывалась в рекламу и до сих пор веду его самостоятельно, он возрос до 15,5 тысяч. Вот, это все мои люди, это на сегодняшний день там ученики, это клиенты. Вот. 2 года я проработала в найме и решила, что хочу поработать одна. Хочу работать одна. Хочу сделать такой медицинский кабинет прям, потому что я все-таки работала в студии красоты, и для меня это тоже немножко медицины мне не хватало. А я понимала, что подология – это все-таки медицина. Хотя на сегодняшний день в Казахстане нет такой профессии, и она не относится к системе здравоохранения. Но у меня было такое понимание, что я хочу, чтобы она хотя бы в рамках моего кабинета была медицинской. Я могла себе это позволить, потому что образование мне в целом позволяло это. Я ушла работать на себя, и в этот год умирает моя свекровь. То есть мой помощник, это был год ковида, вот, это было очень сложно начинать, это было психологически сложно, это было морально сложно, но тогда я тоже собрала себя в кучу и сказала, никто это не сделает за тебя, ты уже сделала шаг в сторону своего кабинета. И вы знаете, на сегодняшний день у меня в штате 13 специалистов. Но у меня не было цели взращивать большую команду. Даже иногда я сама удивляюсь, как они у меня все появились. Но это такая, знаете, системная работа. Когда ты любишь свое дело, когда ты хочешь его масштабировать, все, как говорится, придет на запрос. Я начинала работать одна и понимала, что я не справляюсь. И тогда пришла одна девочка, я ее научила по-своему. Она сейчас является руководителем центра по практической части. Потом пришла вторая девочка, потом мы взяли большое помещение, потом мы открыли филиал в городе Астана, где коммерческое помещение непосредственно были куплены на деньги бизнеса. И сейчас, вспоминая весь этот опыт, я хочу сказать одно, что я всегда руководствовалась тем, что я хочу сделать что-то большее для людей. Не было цели заработать больших денег. Изначально у меня цель была такая, что я должна что-то сделать для людей. Я могу это сделать, я могу поделиться знаниями. Сначала это было, я могу облегчить боль людей, я могу привести их ноги в порядок. Потом это уже я могу поделиться своим опытом, давать знания. Сейчас, конечно, это уже нечто большее. То есть сейчас я стою у истоков внедрения подологии как профессии на государственном уровне. То есть все из одного вытекает, да? Начинала простым мастером, заканчиваю сейчас как общественный деятель, как инициатор, да, проектов каких-то различных. И это все такая большая конечная цель сделать что-то большее для людей. Сейчас моя цель – это чтобы подология была признана как профессия, чтобы она имела статус и чтобы были какие-то основные требования к этой профессии. Вот это, чтобы люди могли получать данную услугу по ОСМС бесплатно. Что касается молодежи, сейчас у меня такая большая цель дать нынешней молодежи, не только сельской, дать вдохновение, направить,
быть наставником, где-то помочь советом, где-то помочь открыть бизнес, где-то помочь реализовать какой-то проект. Потому что, когда я начинала, к сожалению, рядом со мной не было такого наставника. Все люди вокруг были моими наставниками. Были люди, у которых я могла спросить совета. Были люди, у которых я училась, как делать не нужно. Какого-то определенного человека не было. И какой бы я дала совет, главное любить то, что вы делаете. И главное руководствоваться ценностями. Сначала люди, только потом все остальное. Для меня это так. Для меня работать и делать что-то во благо – это первостепенно. Да, мы все хотим зарабатывать больших денег, но я всегда говорю, если вы будете делать все экологично, если у вас будет изначальное намерение делать все круто, все правильно, во благо, то и деньги к вам будут приходить. Это так работает. Если же основная цель все-таки будет как обмануть, как заработать больше денег, как где-то там что-то сделать по-хитрому, эта игра не в долгую. Ну и, конечно же, знания. Определенно знания. Мы на каждом этапе учимся. Всегда заходите в любой проект, в любую жизненную ситуацию, в любое какое-то направление, о котором вы не знаете, всегда заходите в позиции ученика. И никогда не бойтесь что-то начинать. Потому что, знаете, можно всю жизнь прожить жизнь и реально бояться что-то сделать. А можно, как я себе говорю, когда мне страшно, я всегда говорю, ну, пойдем, напугаемся. А что еще делать? Пойдем, напугаемся, и будет уже не страшно. То есть вы никогда не узнаете, на что вы способны, пока вы не попробуете. Лучше сделать и жалеть об этом, чем всю жизнь потом жалеть о том, что, блин, а я же могла бы попробовать, а вдруг бы у меня получилось. Поэтому это такие основные советы для молодежи. Не нужно стесняться проявлять инициативу, не нужно бояться рассказывать там о своей идее, не нужно стесняться самовыражаться. Сейчас мир такой, он быстро меняется. Ценности где-то смазаны. Многие наблюдают за блогерами, которые не несут какой-то там, я не знаю, ответственности, да. Не бывает легких денег. Все достается через желание и через труд. Вы в любом случае будете вносить. Кто-то жертвует своим временем, кто-то жертвует своим здоровьем, кто-то жертвует деньгами, но это все приносит определенные плоды. Конечно, оглядываясь назад, пройдя такой путь, и он, я знаю точно, что не завершен, он сейчас где-то на середине, но я уже горжусь, да, своими проектами, я уже горжусь своей командой, я уже горжусь тем, что у меня такое большое количество людей, которые поддерживают мои инициативы, у меня такое большое количество учеников. Оглядываясь назад, я понимаю, что я пожертвовала тем, что, допустим, мой сын, он вырос без меня. То есть где-то мы чем-то жертвуем. Конечно, сейчас я стараюсь уделять ему больше времени. Я стараюсь ему говорить о том, что есть такая работа, есть подология, и я считаю, что все-таки есть что-то большее, чем просто жизнь без каких-либо идей. Поэтому ищите свое дело, ищите то, что вас вдохновляет, то, что вас зажигает. И, как я сказала уже в первой части, именно это будет вас мотивировать, именно это даст вам в дальнейшем силы на то, чтобы двигаться дальше. Ну и, конечно же, учитесь, развивайтесь, читайте книги, обучайтесь. Можно быть профессионалом в подологии, но не быть, допустим, профессионалом в ораторском искусстве. То есть это все, опять же, знания. Не бывает, что человек родился идеальным. Все то, что вы сейчас видите во мне, в людях, которые вам нравятся, да, это все ежедневный труд над самим собой. Если вы хотите изменить мир, начните с себя.